Главное – радоваться жизни. Учиться у старшего поколения радоваться жизни. Для себя Как операция прошла? женщину, религию, дорогу, дьяволу служить или пророку. На восьмерку наберемся? Каждый выбирает для себя. В мире мы изучали торгово-промышленную палату. Это наша, допустим, отличается от ряда других, которые есть, что мы сами бизнесом не занимаемся. Нам сложнее, у нас более, так сказать, выход на власть монополизирован. Допустим, есть группа Татнефть, которая прямо на власть выходит. Группа Таиф прямо на власть выходит. Агросила или там прочее и так далее в комплексе на власть выходит. В других территориях по-другому. Поэтому нам сложнее, нам приходится и тут, и там. Самое страшное – неверие населения в власть. Вот это нельзя никогда допускать. Вот в этом отношении у нас в Татарстане более-менее, но все равно вот то в банковской среде под недоверие, это влияет на стимулы, на развитие. И все равно нет уверенности в том, что собственность ее не отнимут или прочее. Поэтому бизнес шарахается, офшоры и прочее. Не всегда наше предложение нравится, так или иначе. Иногда мы не лезем сами. Сейчас исходим из того, что нужно не предложение давать, а предложение и алгоритм действий. Торгово-промышленная палата – это очень важная структура для любого государства, для любого региона. Наша торгово-промышленная палата очень авторитетная, солидная, одна из лучших палат в нашей стране. Мы на самом деле очень плотно работаем во всех наших проектах. Торгово-промышленная палата принимает активное участие. Но Шамиль сам очень авторитетный человек, и в Москве его знают, за границей. Сколько стран мы объехали в этом году? 14 государств. Мы ищем новые рынки, мы говорим с новыми бизнесами. Всегда стараться петь свою песню, но для этого надо ее придумать, и потом стараться жить на своей, имея в виду, что богатый человек не тот, у которого много денег, а тех, у которых хватает. Вот это примерно жизненная философия. Узбекский плов любит он. Так что хотелось подарить ему лагань, чтобы он на этом лагане приготовил плов. А если он не сможет, я научу его плов. Спасибо. Ахмад. За последние годы мы облетали достаточно большое количество стран, потому что у Татарстана сейчас просто такой вектор развития на международное сотрудничество задан, да, нашим президентом республики. И в какую бы страну я ни прилетела, каждый раз, когда я говорю Татарстан, они говорят: мы знаем, это там, где Агеев работает. Это так интересно. Вот это единственный человек, про которого в любую страну, в которую не приедешь, уже все знают. Та работа, которую делала торгово-промышленная палата под его началом, да, многие годы успешно делает. И потом, надо еще понимать все-таки, что если говорить об институте торгово-промышленных палат, то во многих странах законодательно обязательство есть включение в ряды торгово-промышленных палат. Они обязаны быть его членами. А в законодательстве Российской Федерации, в нашем законодательстве региональном этого нет. Нашим коллегам вопрос, да? Подумать, как большие предприятия завязывают, чтобы за ними за хвостом шли малые и средние предприятия. Шамиля Рахимовича я знаю лет 20-25, наверное. Вот. Я познакомился с ним здесь, в Казани, и я его раньше знал. Знал как секретаря горкома комсомола, обкома комсомола. Человек он необычный. Это человек, который постоянно учится. Понятно, у него образование, он окончил Казанский авиационный институт, но он сейчас неплохо разбирается в машиностроении, в нефтехимии, участвовал на КАМАЗе, работал. Он большой, хороший, сильный организатор. Счастье быть и теперь уже десант во главе с нашим президентом, который не первый раз в господином Минихановым находится здесь. Я думаю, что завтра на стенде в 11 часов можно будет встретиться с нашим президентом, со всей делегацией. Я лично впечатлен теми достижениями, которые мы здесь видели в последние годы.
Такое строительство, такие условия. Наше поколение росло поколением победителей. Мы все занимались физкультурой, всеми видами спорта, пробовали, в школе заставляли, платных кружков не было, все проходили. Ну и потом впечатление было, я у родственников был в Калугово, в Ленинграде, в 1963 году увидел гонку, где казанская четверка во главе с Калинь двойка были призерами первенства Советского Союза. По приезду пришел на базу «Спартак», 14 лет, у меня тот же рост был, ни грамм потом не прибавился. И начали заниматься. В 1965 году так получилось, что посадили уже в мужскую восьмерку, и мы выиграли «Роспартак», и я в 10 класс был первый разрядник. 1966 год, золотая медаль в школе, золотая медаль первенства России и, к сожалению, серебряный на первенство Советского Союза. Вот тогда я научился проигрывать. Обидно было, 1/10 секунду восьмерку проиграл. Но что делать? С нашей восьмерки потом вышло несколько заслуженных мастеров. Вот с одним из них, с Плюшкиным, мы сейчас воссоздали нашу восьмерку и гоняемся на ветеранах. Посмотрим, что дальше получится. Я очень рад, что, достигнув такого возраста в своей жизни, на следующий год мне будет 70, у меня есть такая команда, такой классный коллектив, который мы завоевываем золотые медали на Европе, на мире. И дай бог на следующий год, если Шамиль Рахимович найдет возможность нашу команду отправить в Америку, чтобы там нам побороться и завоевать золотые медали. Вот следующая цель моей жизни на следующий год такая. Фотофиниш был, да? Потому что я вот когда... Поздравляю! Мне было 16 лет, вот они, это общество «Спартак», они были уже взрослые, и мы начинающие были, смотрели, как они гребут, учились от них из жизни и гребли. Путь к этой вершине лежит через физические, психические нагрузки, через упорный труд многолетнего совершенствования техники владения веслом. И вот так каждый день на байдарку и вперед. В 1967 году, это интересный случай, она почти как нереально выглядит. Мы возвращаемся с соревнований. Ну, в самолете мы сели, нам говорят, передвиньтесь, пожалуйста, тут другие сели. У нас третий ряд был. Ну, мы поворчали, передвинулись. Вдруг Гагарин сопровождающим ходит, сели. Ну, когда взлетели, я у нее на книжке автограф взял. И мой друг говорит, отдай книжку, и все. Чуть не до распада. Отдай или вырви.
Я собрал чаяны там, который пришел Гагарин, объяснил, что я студент авиационного института. Вот такая история. Он похохотал, но подписал. Мы прилетели, подошел трап с красной дорожки. Я теперь уже знаю, что Табеев и Беляев встретили. И трап отодвинулся. Мы сидим минут 20-30, но без вещей мы с самолета Ту-104 было на руках спустились, да и пешком через все поле пошли. Вот это впечатление у меня запомнилось, было интересно. Потом я с юмором рассказывал Беляеву Раису Ямычу, когда уже мы познакомились, дальше такая история с Гагарином была. Курса не стоял на учете, потому что спорт и шабашник рожденный был. Но ситуация такая, у меня папа лет 8 на первой группе инвалидности был, у него рано, потом сложные такие ситуации были, поэтому пришлось 10 класс плотно работать. И так что, будучи шабашником, активно ребят привлекал. И вот получилось, что меня избрали сразу в курсовое бюро. Пришлось вставать на учет. А затем как-то неожиданно секретарь парткома, сейчас его в жизни нет, Тинчурин Фарид Закирович, предложил мне, 19-летнему студенту, вступить в партию. Это был 69-й год. Вот. Ну и потом уже пошло, что, будучи на 5-м курсе, стал секретарем комитета авиационного института комсомола. И это крупнейшая в Союзе тоже организация была, 7,5 тысяч комсомольцев. Помимо того, что он большой руководитель, которого я очень уважаю, он еще все-таки очень галантный мужчина. Вы знаете, с ним всегда очень приятно находиться рядом, потому что чувствуешь себя всегда женщиной, потому что он всегда пропустит вперед, откроет дверь, он всегда вежливый, он всегда сделает комплимент. Причем комплимент он делает всегда очень интересно, он делает комплименты очень точечные, то есть это не такие, что, хорошо выглядите сегодня, скажем, не такие комплименты, у него комплименты очень тонкие, изящные, интересные. Он всегда сказал, вот этот шарфик, который ты сегодня выбрала, очень подходит тебе. И так далее. То есть он всегда, он внимательно очень к деталям. И знаете, это, конечно, очень подкупает, честно говоря, и так располагает. Самый сложный организм – это семья. И самые сложные проблемы взаимоотношения родителей и детей. Тут много моментов можно говорить, что семья, система образования и работа тесно связаны. Без семьи не может быть нормальной работы, без твердой работы не может быть семьи. Все это взаимосвязано. И с годами трансформация идет. Мы переживаем, что не такой сейчас твердый статус семьи идет. Это самое главное. Семья – это не случайно говорится, что ячейка учится. Поэтому к семье очень серьезное отношение, но семья – это труд. И тот, и другой стороны. А мы иногда ленимся трудиться. Будем стараться не лениться. Знакомились, она была членом бюро обкома комсомола, студенткой 2-й или 3-й курс. Потом так получилось, я когда переехал в Набережные Челны на другую работу, она приехала туда. И вот уже больше 35 лет мы живем вместе. У нас сыну 34 года, дочери около 29 лет. Поэтому она сама защитила кандидатскую диссертацию, очень интересная. Преподавала долгое время, практиковала. Сейчас она занимается таким достаточно непростым бизнесом. Человек самостоятельный, уверенный. Мне нравится, как она сама все вопросы решает, поэтому напряжение с ней не чувствуется. Ей приходится, конечно, много со мной мотаться. Это не так все просто, но к моему ритму жизни она уже почти привыкла. Поэтому в этом отношении
частная жизнь, это частная жизнь, она всегда должна быть закрыта. У нас не принято выражать эмоции дома. Но в целом, тьфу-тьфу, будем стараться не надоедать друг другу и дальше, потому что самое главное в жизни. С ним я разговаривал, объяснял, что он говорит, я готов сделать центр студенческой гребли в Татарстане. Они хотят провести на следующий год, 1 числа июня, вот эту регату. Очень 28 хорошо, лодок. очень хорошо. Коновалов обещал поддержать. У нас в Казани, благодаря, конечно, универсиаде, гребной канал, гребной центр в этом отношении, если бы не роль Миниханова и идея гребли Шаймиева, эту гребного канала, он сейчас один из лучших в Европе. Но надо поддерживать ветеранский спорт, чтобы не кисли. А то вот ребята в 30, 40, 50 лет уже киснут. А здесь, чтобы этим заниматься, у нас все условия есть. Вы знаете, есть люди, у которых не чувствуется возраст. Вот это как раз Шамиль Рахимович. Он в этом плане уникальный человек, потому что он, когда общается с людьми своего возраста, мне кажется, что они очень хорошо, так легко его понимают. И также и люди разных поколений, он всегда находит общий язык с любыми людьми. Это удивительное качество на самом деле. Я думаю, что у каждого руководителя в идеале такое качество обязательно должно быть, потому что это качество успеха. Это то, что нас приводит к успешной профессиональной деятельности, к успешной, наверное, личной жизни, какой-то гармонии, может быть, внутренней и вот с окружающим миром. И он очень современный человек, он активно занимается спортом, гребля, это же просто уникально. Вот, что он делает, как он живет, да, как он смотрит на вещи, как он комментирует все современные процессы. Он очень быстрый, он очень быстро схватывает ситуацию, очень чувствует тонкое эмоциональное состояние собеседника. Он очень хорошо чувствует политическую ситуацию и внутри региона, и внутри нашей страны, и внешнеполитическую ситуацию. Подписывается соглашение о сотрудничестве между Орловской торгово-промышленной палатой и Торгово-промышленной палатой Республики Татарстан. От Орловской области соглашение подписывает президент Орловской торгово-промышленной палаты Комаров Святослав Александрович. От Республики Татарстан соглашение подписывает председатель правления Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан Агеев Шамиль Рахимович. Сейчас совсем другое время. Другие коммуникации, другие ценности. Есть другой настрой. Сейчас молодежь другая, с этим надо считаться. Больше общества потребления. Другое дело, что она более независима, более свободная. И старым методом с ней работать нельзя. Другое дело, что много своими руками не умеет. Наше поколение много умело своими руками. Но скала ценностей немножко другая. Поэтому сейчас охаять молодежь нельзя, она такая, какая есть. Мы много говорим о бизнесе, но, наверное, если бы столько же и делали для бизнеса, наверное, было бы хорошо. Но, тем не менее, делается достаточно много, но, наверное, надо смотреть, какие наши шаги дают больший результат, большую эффективность. Очень много работает с малым бизнесом, работает с людьми, которые приходят по тем или иным вопросам. И всегда он находит ответ и правильное решение. У него хорошие связи, человек он запоминающийся и интересный человек. Потому что, понятно, ум, там, душевная щедрость, это у многих есть. А вот так, чтобы его
значит, полюбили человека за то, что он вот такой открытый, это у него такое редкое качество, мне кажется. Шамиль Рахимович у нас человек благородный. Что такое благородство? Ну, каждый, естественно, это понимает сам, но в основном мы благородство связываем с каким-то рыцарством, с заботливостью. Человек поступает всегда так, как велит ему сердце, как велит ему душа. Если посмотреть, что делает Шамиль Рахимович в плане благотворительности, как председатель торгово-промышленной палаты, то у нас уже очень давно есть подшефный детский дом Мурлатский. Шамиль Рахимович буквально вытянул его из ничего. Об этом мы громко не говорим, но ведь вы сами понимаете, что хорошие дела, они требуют, я думаю, тишины. Каждый выбирает для себя женщину, религию, дорогу, дьяволу служить или пророку. Каждый выбирает для себя дьяволу служить или пророку. Разрешение дашь, до трубы обратно. Для себя. Команда «Динамо» КамАЗ Татарстан, средний возраст 65 лет, готовится к Олимпийским играм. Гип-гип! Ура! 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 Спасибо. Кому претензий не имею, каждый выбирает для себя. Никому претензий не имею, каждый выбирает для себя.